Рания, салям. Сәлем, Илнур. Халляр ничек? Бик әйбәт, үзең ничек? Альхамдулилля. Скоро у нас Рамадан, как ты знаешь. Как ты в прошлом году держала пост? Да, это был самый лучший Рамадан в моей жизни. Субханаллах. Какие были ощущения? Спокойствие, вовлеченность и желание постоянно делать что-то хорошее и вообще внести хоть какой-то свой вклад для того, чтобы накормить постящихся, например, да, или просто помочь тем, кто в этом, например, нуждается. А свое ощущение было как будто ощущение того, что ты искала то, что давно потеряла. Субханаллах. Какой совет можешь дать тем, кто вот хотят попробовать, но никак не могут решиться? Я бы просто сказала, что нужно просто сделать, один маленький шаг, сказать, попробую вот сегодня, попробую завтра. Я сама страдаю от некого такого перфекционизма, от того, что я должна сначала докопаться до истины, прежде чем приступить к какому-то делу. Поэтому я рекомендую вам что-то изначально изучить, посмотреть, найти себе духовного наставника, который вам вот поможет на этом пути, да, потому что не есть это легко, а держать при этом свое эго под контролем еще сложнее. Поэтому я думаю, что в этом пути нужен наставник, и я рекомендую всем начать с поиска человека, который окажет вам поддержку. Машаллах, спасибо за подробный ответ. Что знаешь про Рамадан? Священный месяц, в который нужно поститься. Если ты не постишься, то ты должен давать садака. Было намерение попробовать подержать пост? Было намерение, но пока не получается. Ну, может быть, есть пример в семье, там бабушки, дедушки, кто держали пост? Да, непосредственно тетя и бабушка держат пост, бабушка уже прекратила, а тетя все еще продолжает. Хорошо, значит, есть с кого брать пример, и, иншаллах, они тебя поставят на правильный путь, и ты попробуешь это. На самом деле, да, но бабушка с тетей живут уже далеко, и, в принципе, мы пришли сюда в поисках примеров для себя в своей национальной группе. Как звать? Меня зовут Марат. Марат, машаллах. Скоро у нас Рамадан приближается. Что ты знаешь про этот месяц? Знаю то, что это священный месяц. В этот месяц все мусульмане держат пост. Соответственно, с утра до вечера, до заката солнца, захода солнца ничего не едят, да? И потом заканчивают день молитвой и приемом пищи. Машаллах, сам как-нибудь держал? Есть намерение? Я ни разу не держал. Есть мысли к этому когда-то прийти, потому что это, скажем так, очень серьезное намерение, да, поэтому, надеюсь, я когда-нибудь созрею до этого, дойду. Как тебе штаб татар? Мне очень понравилось, здесь очень душевно, как у себя дома себя чувствую. Как узнал про штаб? Я узнал из Инстаграма. Скоро у нас месяц Рамадан. Что ты знаешь про это? То, что месяц нужно придерживаться определенных правил, соблюдать пост, вставать в определенное время. Сам пробовал как-нибудь держать? Нет, но мне очень интересно. Может быть, есть в семье примеры, там, бабушки, дедушки, тети, кто держит пост? Примеры в семье тоже есть, Есть у кого перенять опыт. Да. Иншаллах, у нас в штабе татар в прошлом году проходило около 15 ифтаров. В этом году тоже планируем их проводить. Приходите всей семьей, держите пост, показывайте пример. И, иншаллах, ждем вас в гости. Спасибо за приглашение. Какие ифтары посещала? Редко было такое, что я пропускала ифтары, которые проводятся. В основном я была на ифтарах, которые проводились в штабе. Также я была в Московском муфтияте, раньше я там не была. Конечно же, провели 2 больших ифтара в Татарском культурном центре. Тут уже мы выступали организаторами, помощниками, волонтерами. Первый, самый крупный ифтар в Татарском культурном центре мы готовили чуть не за 2 месяца, продумывали все, каждый шаг. Для меня это был совсем новый опыт, особенно в Москве. А потом уже второй ифтар уже было проще проводить. Я уже там занималась кухней, закупала продукты. Мы уже все это вместе, все эти задачи выполняли. И тоже провели очень хороший ифтар. И там было очень много людей, очень много желающих прийти на этот ифтар.
И также я дома собирала уже подруг, и вот такая была такая камерная обстановка. Да, конечно, там ценность более, так может быть, ценнее, когда ты идешь куда-то, вот как, например, в штаб или же в муфтият, и слушаешь проповедь, но когда ты собираешься с такими близкими для тебя людьми в этом городе, это тоже прям, вот мне кажется, это очень важно и очень полезно для сердца, для души. Намерение у тебя есть, иншаллах, хотя бы начать несколько дней, а там уже как пойдет, я думаю, Аллах поможет, что если хоть пару дней продержаться, дальше уже организм перестраивается и начинает легче держать. Как ты на это смотришь? Ну, я смотрю на это положительно. Среди моих друзей очень много хороших примеров, кто соблюдает пост, держит от и до, кто также предлагает мне приобщиться к религии, да, вот. Поэтому, если даже начать с одного дня, я думаю, так или иначе будет легче держать потом 2-3 на неделю, и может быть целиком пост. Да. Но к Иншаллах. этому надо прийти, поэтому надо потихонечку начинать. Вот начинать уже надо сейчас готовиться, осталось буквально месяц, и надо уже себя потихоньку настраивать. Как говорят, хочешь начать, начинай. Начинай. Месяц Рамадан, месяц, в котором ниспослан был Коран, месяц поста. Есть ли у тебя намерение попробовать подержать пост? Каждый год держу. Ну, думаю, в этом году тоже, наверное, буду держать. Субханаллах, мы молодец, машаллах. Пусть Аллах примет твои посты и исполнит все твои желания, намерения, да. Хорошо. Ну, в штабе татар у нас в прошлом году было около 15 ифтаров, и поэтому мы приглашаем тебя посетить в марте месяце один из ифтаров и попробовать подержать пост. С удовольствием приду, на самом деле. На ифтаре я еще ни разу не была. Хаумхагат, менің исемім Илюзя. Меня зовут Элиза, я готовлю башкирскую национальную кухню и также фуршетное блюдо. Сейчас, в преддверии священного месяца Рамадан, предлагаю вам готовить, либо заказывать у меня национальную кухню. Это очень сытно, очень калорийно, очень вкусно, плюс это возвращение к своим истокам, к своей родине, к малой родине. Например, рекомендую на сухур есть наши беляши, не жареные, именно печеные в духовке, они очень сытные, хватает заряда на целый день. Не рекомендую их употреблять на ифтар, потому что желудок забьется, будет очень трудно перевариться перед сном, поэтому, конечно же, лучше это делать на сухур. Также это наш национальный кадал РМС, красный творог. Тоже можно употребить как десерт на утреннее время, на сухур. Вся моя продукция халяль, использую только качественные продукты. Мясо, филе, грудки и так далее покупаю только на рынке. Сама выбираю все продукты, ингредиенты и готовлю с удовольствием. Вкусно, красиво и удобно. С удовольствием приготовлю для вас заказ любой сложности, любого количества. Также выездное обслуживание. Меня можно найти по нику Superkillen RB. Это в запрещенной Российской Федерации сети Instagram, а также в группе ВКонтакте. Либо ник в Телеграме Тузбекова Элиза. Элиза Тузбекова также есть в Ютубе. Подписывайтесь, ставьте колокольчики. С удовольствием звоните, пишите. Всем отвечу, всем помогу.